Блин, только-только, ребята, показывается пляжик. Я когда-то его нашел, здесь ночевал даже. Но он только-только открылся. Блин, неужели вода здоровая такая? Ну, все-таки не зою, ребят. Я же хожу от деревни, получается, 20 вверх. Сейчас я ушел вниз 25. Ну да, 50 километров плюс-минус разницу дает. Плюс здесь лесная река, вот буквально километра 3 выше. Возле деревни река. Это все дает воду. Ну вот здесь вот такое прикольное место. Ну вот чик, чик, чик. Не знаю, ребят. Только-только пляж открылся. Ну, полянка, ребят, здесь так прикольно, четко. Ну что, ребят, на воде я уже 2 часа спускался, и минут 35-40. И, короче, ныкался туда-сюда, там, туда. В общем, блин, 2 часа накатал. Больше даже. Время уже 3 часа. Да, начало 4-го. Ну ничего, ребят, я не нашел. Блин, здесь как будто воды больше, реально. Так по ощущениям, думал, ну все, как раз кустики вот эти. Там, блин, там так быстро полка вот эта, когда вода начинает падать, полка эта открывается. Пляж, глубина 1,5 метра. И вот там рыбалка, вот попадали мы. А потом вот эта полка еще падает на полметра. Все, глубина меньше, и все, и там уже нет рыбалки. Вернулся, ребята, в кусты. Я здесь нет-нет бываю. Но здесь также вот прогальчики. И, короче, такое себе, как бы нет основной полки. Прогал есть, вот тут доночку кинул. Прогал есть, доночку кинул. И все. Ни больше, ни меньше. И так, относительно. Но ничего не остается, ребят. Подниматься уже нет смысла. Да и времени уже много. Я на подъем 40 километров. 35. Ну, если куда-то подниматься на свои точки. Наверное, нет. Здесь, ребят, закайфуем. Здесь дорога проходит. Ну, места такие лайтовые, летние. Люди сюда приезжают на удочки, на фидера сидят. Как, ну, сейчас, понятно, никого. И дорога как бы сейчас не рабочая. Сейчас, если только охотники. Ну, охотники сейчас водой ходят. Потому что сейчас в лесу-то еще сыровато дороги. Снег-то нет, только сошел. Грязновато. УАЗики-то могут, наверное, бегать. А такое себе. Да и вроде как дорогу в объезд сделали. Здесь раньше старая дорога была. Здесь уже не ездят. Вот такая полка наверху. Вот так сухо. Красота. Че, ребят, давайте что пробовать. Как говорится. Блин, я хотел по белой рыбе, но здесь яма. Здесь налим. Продолжаем, ребята, бомбить налима. Должен здесь быть налимчик. Так что такие дела. Вот здесь прямо на дороге, ребят, забазируюсь. И сегодня вот как раз брал закидушки, потому что уверенно шел в кусты. Донками неудобно в кустах кидать, разматывать, забрасывать. А закидушечку точечно можно бросить. И как бы как раз у меня 6 штучек. Крокодильчики, наутилусы мои. Вот. Тут их поставим. Ну, уже что получится. Не знаю. 3 часа. Сейчас пока разгрузимся. Лодка далеко у меня. Ну, там, потому что в эти прогалы сувать, это забираешь одно место доночное. Там.
лодка сюда. Тащу все вещи и дрова, маленькая палаточка. Часик-два убьем как раз насчет этого дела, а потом уже и что, рыбалка. Погнали? Погнали. Опа! Кукушка, кукушка, сколько поймаем налимов? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 штук, ребят, пойдет.
койко-место есть, ребята. Здесь трава такая мягкая. Лист всякий такой нападал. Перина классная. Ну и сразу приготовил. Палатка, ну, грубо говоря, после зимы не расправлялась еще. А храню ее в гараже холодном. Все равно запах такой немножко имеет. Пускай немножко посохнет. Ну и спальник, кто смотрел сейчас крайний выпуск, на земле ютился возле костра, пропах дымом жестко прям. Надо его после этой рыбалки стирануть. Да, его по идее уже надо. Все. Он у меня весь уже прожженный. От того, что возле костра где-то там ютишься, прожег я его. Надо уже на пенсию его, на избу какую-нибудь закинуть его, да и пускай там лежит. Привык к нему я. Править надо, конечно, уже давно. Вот она, ребята. Она такая длинная была. Потихоньку жмырк, 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 жмырк. Забираю. И в этом году пригодится. Здоровая. Не знаю, то ли молния попала, такая расколостая и прожженная. Скорее всего, молния, может. Не знаю. Что, попилим? Шина, наверное, уже тут не хватит. Да, шины не хватает, ребят. С двух сторон придется кромсать. Ой, тут хорошо так в тенечке. Красота вообще.
О, ребятки, вот это дровишки, да? Так, дровишки в ширине, не знаю сколько, 45-50, наверное. Такие не унесешь в обхват, тяжело. С помощью топора, ребята, можно утащить. Хорошенько втыкаешь, как есть крюк, 2 руки и попер. Класс, ну смоляк, ребята. Зато гореть будет, ух. Ну, здесь еще, ребята, на 2 ночи, как минимум. Здорово. Поперли. Че? Так, потихоньку. Одну. Гонки там буду проверять. Топор оставлю. Пришел еще одну. Ну, вот как-то так. Ладно, погнали. Вот вам, ребята, и стол, и стул. Здоровый, конечно. Ну и потом кромсать придется сначала по краям. Такую тяжело сколоть. Топор, в принципе, у меня как топор колун. Но все же такую взять тяжело. Ну, я пилил специально поменьше. Все, вот 2 штучки принес. Донку пойду проверять. Зайду, еще одну притарабаню. Ну, поверьте, ребят, тут дров очень много. Ширина, смотрите, какая. О, сидеть прям в кайф. А, и запах такой. Пахнет прям смоляком. Давайте, ребятки, за рыбалочку. Очки еще рано снимать, солнышко. Хотя можно уже. Вот так, ребят, знаете. Надо заниматься вот так. Тут чуть-чуть, чтобы этот не надоедало. Чтобы не забалдеть, как говорится. О, блин, тепло сегодня, классно. Но ночью все равно тоже 4 градуса. Тут 6, на солнце там, наверное, все 20 с лишним. Ой, говорю, 6-16, на солнце 20 с лишним, а ночью под утро такое 4-3 градуса. Но на реке даже похолоднее будет. Все, задачу свою сделал. Это классика на Лиме, ребята. Спальное место. Я люблю спать. Ну, немножко. А то обычно раньше сидел до утра, уже такой клюешь там возле костра. Домой приезжаешь вареный. Не, на рыбалочке 3 часа поспал. Домой вернулся, зато целый день дела делаешь нормально. Бодряк, ложишься вечером, как положено. Или приезжаешь, бывает, всю ночь не спавшись, заваливаешься спать. Целый день спишь, просыпаешься, все ложатся спать, а ты как дурак ходишь. Ну, такое себе. Лучше вот 3 часа. 3-4 часа, как в армии, и нормал. Сейчас остыну, ребята, и погнали. Доночки. Может, язёк бахнуть, хрен знает. Надо ставить. Ну, тут яма, ребят. Надо на меляк идти, в кусты. Почему-то я понял, что вот именно по большой воде, вот весна, он в кустах драются, что ли, чешутся там или что. Хрен знает. Такие дела. Теперь нам нужны бубенчики, а не колокольчики. Кстати, вот эти, ребят, очень звонкие.
на таких прищепках. Прям слышно. Я вот как раз их буду ставить на крайние. Это хрень, но это на фидер, чтобы не снимать. Но я вообще ненавижу, когда кто-то сидит и у него он мотает, забрасывает, у него постоянно звенит. Вот есть тоже побольше, есть поменьше. Вот. Но вот эти прям, ребята, вообще мощь. Надо вот такие взять будет еще. Два, 4, 5, 6. Эти вон рядышком поставим. Так, ребят, ну что, начнем. Возьмем вот эту ямку. Возьмем вот эту ямку. Всю. Так. Тихо. Тихо. Вот у меня, ребят, старый крокодил. Мои закидушки. Вот тут у меня грузило на вертлюге сотка. Поводок сантиметров 40. Один. Два я не делаю, неудобно. Вот. Ну, крокодила, что понятно. 1,80 м, дубовая палка. Тест тут страшно, ребята. 250 грамм. Так. И вот в прошлом году я взял наутилусы. Вообще клевые палки. 1,80 м. Тоже. Тест у них немножко поменьше. Тут у нас 150 грамм. Но кончик, ребята, здесь очень мягкий. Классно отрабатывает. То бишь, блин, палочки огонь. Вот такие. Под закидушки прям четко. У них всякие и 2,10, и 2,40. Сейчас экспедиция будет. Вот у меня там тоже, ребята, палочки такие будут. На рыбалочку. Блин, столько мусора здесь. Банки всякие вон. Это все вот летние дела. Это все летние дела, блин. Тут ямка классная. Поехали. Поехал брат к сестре. На ворованном москвиче. Денежку занять. Грядки копаем. Потихоньку червячок копится. Все хорошо. Приятно с полезным. Вот видите, здесь в кустах над донками бы вообще неудобно было. Можно, конечно, но все цепляется. А вот сейчас с этими закидушечками тут тык-тык. Аккуратненько. Тык-тык. Потыкаем сейчас все. Еще не закинул, уже весь цепляюсь. Тут тоже что ли обрубиться. Так, что у нас тут? Сколько у нас тут? Ух, хорошо. Метров 6, ребята, наверное. Метров 6, наверное. Вот эти звонки поставим. Будет норм. Так, ну что, крокодил полетел. Следующий. Отлично. Отлично, ребята. Вот так вот.
Лишь бы банку не уронить червями в воду. Да, Викторович. Привык на пляжах кайфовать. Вот так вот. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Живет здесь по-любому. Никодим. По-любому живет. Последняя лодочки, ребят. Ну, здесь тоже вот так прикольно. Киданем-ка мы. Далеко, наверное. Вот так хотя бы. Ё-моё. Да. Вот это, конечно, глубина. Тут сюда тоже звонково замахорим, чтоб слышно было. От лагеря не близко. И стали как копаные. Ну, крутое место, прикольное. Тут вон даже вот сейчас хоть сеть ставь. Видите, какая тишина. Вон от кустов бах. Весь налим твой нафиг. Ну, я шучу, конечно. Хоть на удочку сиди вообще. Тихо-тихо. Да, вот тут прям, ну, тут даже на фидерок, ребят, можно попробовать. Полянка подсохнет, ямка. И вон кидай. Пух, тут кормушки стоять будут. Чик. Сорожка скоро пойдет ясь. Да, тут в кустиках можно балдеть. Я думаю. Угу. Ну все, ребят. Мои дела сделаны. 6 закидушек. Сегодня на них. Ух ты. Клюет, ребята. Какая-то клюет нахрен. О. Ребят. Вот это только-только, который кинул. Долбит нафиг. Нормал централ. Да? Клюет нахрен кто-то. Кто это может быть? Налим, что ли, в такую рань? Хорошие удары. Ну и чё? Я тебя не жду еще. Вон, клюет, ребят. 5 часов. Пробуем? Или рано? Ну, ударил прям отменно. Ни хрена себе. Ребят, рыба. Хорошая рыба. Кто это? Ух ты, блин, ё-моё. Красота. Иди сюда, брат. Оп. Тихо, 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 тихо. Живешь тут, да? В 5 вечера ты уже хулиганишь. Ну ты даешь. С глубины, блин, на катушечку-то, ребята. А? Как приятно. Граната. Красота. До воды вот только далеко. Ну вот как-то так. Подошел к лагерю, ребята. Это тоже клюет. Что-то трынкает. Вот у нас. О, видите? Ну это походу мелочь какая-то. О. Ого, ребят. Так, брат, подожди-ка.
Сейчас мы тут посмотрим. Что тут у нас, кто тут? Бутылки эти соберу, ребят. Не могу я так рыбачить. Блядство это. Понятно, что по большой воде что-то принесло. Но так. Тыркает кто-то, ребята, тыркает. Ямка живая. Живет еще. Там хоть ничего не дергает. Ну, слышно будет хорошо. Если ночью будет звенеть. Нормально. Мелочушка, наверное, ребят. Приспосабливаться надо. Ночью тут тяжко будет ходить. Тут, скорее всего, мелочь. Никого. Но кто-то клюет. Как ни странно. Угу. Первый, ребят, помыл. Кое-как помыл. Ну вот, ребят. Ребятки вы мои, ребятки. Мне, говорит, аж из ушей, говорит, кровь пошла. Один там пишет. А как называть? Дамы и господа, товарищи. 5 вечера. Ну, это яма, ребята. Он здесь живет. Соответственно, как бы, ну, под нос, грубо говоря, кинул. Ну, вот видите, и говорю, и по большой воде, вода холодная. То бишь, вот в таких местах в яме даже, наверное, днем можно рыбачить. Ну, в 5 вечера, в принципе, уже как вечер. Так что вот. Ну, это, походу, белая, ребят, какая-то клювала. Обсосанный, может, елец. Хотя яма такая. Лещ, может. Подлещик там, что-нибудь такое. Сейчас там тоже кто-то дрын-дрын дыркнул. Стоят как копанные, сотка крутит. И как бы такого грузила достаточно. Блин, весь увозюкался с этим налимом. Ну там, блин, вот так, ребята. Не зря я там, короче, спилил ольху. Нормально. Ну что, заслужили, ребят, бокальчик кофею. Настроение сразу поднялось. Не, ну вот, знаете, вот бывает, что не есть хорошо. Ты только выставляешь, как бы, да, и вот тебе поклевка. Как говорится, с первого заброса. Но я в эту хрень не верю. Бывало и по жерлицам тоже. Первую ставишь, вторую ставишь, третью начинаешь ставить. Первая, бам, флаг стоит. Чик, есть. Ночью тут должен подвигаться, по идее. Все, кайф, ребята, все слышно. Здесь меня и закрывает ветер, то бишь крайние у меня очень громкие колокольчики. Здесь на ладошке все. Ну, приятно, ребят, на катушечку-то уже, на палочку-то, знаете. Это-то не на донку руками. Тут уже из глубины головы, а налим он хвост заворачивает калачом и вообще как паровоз идет. Тоже так приятно его тянуть. На жерлицу бываешь в лунку, он
хвост так сгибает и в лунку не залазит. О, крепкий, мощная рыба. Ну, килограмма нету, ребят. Обманул, конечно, я. 800 железа. Такие дела. Кайф. Ну, кукуха сказала 8 штук, ребята. Походу не обманывает пока. Если сразу поймали. Кукуха сказала 8. Первый есть. Еще 7. Так, ребят, ну что, 18:45, мелочь вон теребонькает. Скоро будем начинать рыбалку. Нашел весло такое. Вон, что делает. Вот раньше делали, ребята. Да и сейчас, в принципе, делают. Вот рубили с доски. Видать, вон стояла так, наверное, возле дерева. Подгнила. Сгнила уже. Вот. И погнал.
Кто-то раньше делал. Мелочь вот канонадит, ребята. Какая-то непонятная. Кто, интересно, клюет там? Оставим. Может пригодится кому. Так, друзья, ну что, начинаем. Первый обход, так скажем. Мусор убрал по поляне. Так что для себя начинаем. Интенсивно заряжаем. Мелочушка, конечно, какая-то долбит. Кто-то тут клюет. Опа. Вон. Ну, сейчас это вечером все успокоится. Вон там все звенит. Все звенит. Все звенит. Скоро должен выходить на лим. Так. Поехали. Ох, вечерок сегодня, ребята, сладкий прям. Опа. Раз. Так, далековато, наверное. Ну, разные дистанции будем кидать. Подальше, поближе. Где-то зацепим все равно его, я думаю. А, вот он, ребят, кто клюет. Подлещик. Оп ты. И уже кусанный. Щука, ребят, уже. Щука уже хватает. Отлично. Котам. Коты тоже у нас есть. Деревенских много. Подлещики, значит, небольшие. Отлично. Так, ребят, ну ладно, что, малышка-то это разбилась. Попробуем сейчас вот эту разбить. Ну, я вот так по краям надо потихоньку кромсать. Тык-тык-тык-тык-тык. Должны взять.
там идет Терри. Сегодня, ребята, вечер просто шикарный, я вообще в шоке. Знаете, что-то такое напоминает, как будто лето уже. Да, еще ничего не зеленое, но очень круто. Спалил все бутылки, пока возле костра не сижу. Думаю, что пока. Потому что все равно этот дым вот этот едкий. Не стоит возле него. А так, ну не везти же эти бутылки домой. Их же можно сжечь. Ну зато полянка чистая. Такие дела. Блин, сегодня вообще прелесть. Елец, ребятки. Елец молодец. Ну вот белая рыбка поклевывает. Крючочки большоваты. Ладно, котам возьмем. Ну, на котлеты, в принципе, тоже. Ну, скоро уже фидорок, ребятки. Можно будет заряжать. Такую ребейку ловить. Вот так вот. Ух ты! Стреляет как. Есть, ребята, походу попался. Который кусался. Сижу, кушаю, дрын, не понял. Дрын, не понял. Опять же, кстати, на ту донку. Закидушку. Вот зараза. Идем смотреть. Есть, ребята. Походу хороший. Нормально, ребят, налим.
чуть не ушел, бля. Это покрупнее будет. Вот этот уже килограммовый, ребят. Блин, опять тут. А? Какое-то место тут, походу, хорошее. Такой. Блин, не буду в траву кидать. Схожу, отнесу его. И главное, с крючка вылетел. Блин, ну как приятно с глубины, ребят, тащить. Да. Такие дела. Блин, здесь, а? Ё-моё. Опа. Ну вот, второй. Осталось 6. Там какая-то мелочь долбит. Ну тут что-то такое, походу, интересное. Раз второй налим попался. Ну вот. 9 часов без 5. Ну, пол девятого взял. В 5, в пол девятого. На одну и ту же закидушку. Крайняя рыбалка тут смотрел, у меня тоже одна донка работала. 4 налимчика на одну. Но здесь такие едовые, как бы. Там-то вообще такие шнурки брали. Блин, ну я рассчитываю, что вот там тоже должен взять. По идее. Вот там прям свал такой классный. Туда немножко стаскивает, как-то там встает, интересно. Ну ни зацепов, ничего нету, ребят. Тут вообще класс. Ну вот. Скоро фонарики будем делать. И прохладно стало. Солнышко зашло и все сразу. Жик. Ну приятно, ребят. С глубины тем более. Качаешь, он ух там выдает. Чуть не убежал. Ну там неудобно вообще, капец. Хе-хе. Да классно, классно, ребят. Чё. Уже классно. Уже жареха прям отменная. Два таких подкилушничка. Это точно килограммовый. Тот грамм 800. От души. Все перезакинул, добавил пучков. Я думаю, сейчас уже мелочь перестанет. И как бы уже если зазвенит, так зазвенит. Но я сижу, что-то там. Трум! Вот так. Не понял. Ну, понял, что с той стороны. Думаю, ладно. Трым! Я чик-чик пошел. И вот он еще третий раз. Трым! Огонь.
Так, ребят, 10 вечера. Очередная перезабросочка. Надо шевельнуть. Посмотреть, что у нас как тут обстановка. Потихоньку надо работать. Ну все, мелочь перестала. Не звенит. Это радует. С одной стороны. Ну и пока налима тоже. Опа. Да, пучки, все отлично. Нормал. Травы нету. Кидаю разные, ребят, дистанции. Не знаю. Подальше, поближе. Всякие дистанции. Шмаляю. Такие дела. Разбил, ребят, чушку. О, смоля как горит, а? Песня просто. Так, ребят, ну что, все, затишье. Перед бурей 22:34. Прошелся сейчас, в принципе, все пучки нормально, все хорошо. Самый такой пик 10-11. Налим не клюет. А нам еще 6 штук ловить. Разбил, ребята, одну чурку. А, хорошо, от него тепло. И такой конденсат пошел. Смотрю, вон палатка немножко. Спальня хоть занес. А то сушить повесил. Забыл за него. Ну что ты, блин, ругаешься? Откуда поддувает и потом сюда прям ветер. Так-то вроде сидишь нормально. После налима приезжаешь, ребят, весь копченый. После костра. Вещи все пахнут. Ну что, будем ждать. Попозже, наверное, покушаем что-нибудь горячего. Ну, пока сижу, жду. Как бы, ну, классика, ребят. Схожу, сейчас еще, наверное, чурку притащу. Хотя, не знаю, надо бомбить. Одну разбил, тут 3 штуки. Там еще 2, 5 штук таких напилил. Потемнело, вот все. С вечера берут, блин. Обычно ночью классика, а тут с вечера. Ну, я думаю, выход еще должен быть. Я думаю, где-то должен звякнуть еще. Там туда, возле лодки, вообще там, ребят, нифига. Там ямища такая, я не знаю, метров 8, наверное. Ну, 7 точно в данный момент по такой воде. Там вообще тишина.
Ну вот, в принципе, уже и начало расцветать, ребята. Время 12:30, 38 минут. Лунища сегодня такая, конечно, красивая. Вот и птицы уже, слышите, начинают потихоньку. Вот они замокли-то буквально-то на 2-3 часика. Ну и налим замолк, зараза. Поклювал с вечера. Ночью молчит. Что-то по раз там кто-то дзинкнул. Ну, какая-то мелочь. Короче, блин. Все по стандарту. Я думал, ох, порадует ямка. Нифига. Палатка ждет, ребята, своего гостя. Разбил чурбан. Ну, там, конечно, есть, могу принести, но нафиг. Нам хватает. Поставил борща греть. По красоте. Лампа светит. На дороге прям. Костер на дороге развел, ребят, потому что там протоптано и травы меньше, чтобы не горело тут ничего. Ну и дорога, я еще раз говорю, что здесь уже никто не ездит. Дорога в объездную пошла. Такие дела. Сейчас борща покушаем. Пройдемся по донкам. Да, молчат. Молчат. Налимчик висит. Ну, налимчик хороший. 2 килограмма есть у нас. Почти. Ну, все, блин. Вот так вот. Вот, блин, охота на раздачу прям, знаете. Тудун, тудун, тудун. Ну, нет такого. Все вот так вот. С вечера. Прым-прыг и все. Обычно ночью ждешь, рыбачишь до самого рассвета. А здесь вот что-то вот в последнее время вот так. Как-то. О, поляна шикарная у нас, ребята. Ух, красота. Мне здесь по кайфу. Все четко. Червисы на месте. Опа. Просто не ходит. Есть здесь налим, ребят. Яма здесь хорошая. Просто не ходит. Вот у него, говорю, вот цикл, блин, какой-то идет вечером. Если вот на перспективе где-то поймал, то все. А так все вон четенько. Пучки прям идеальные, он. Мелочь не ходит. Странно, конечно, почему не питается дальше.
Кстати, ложусь, получается, в 2, в 3 всегда. А вот утром просыпаюсь в 6, в 7. Какой-то налим висит. Он, кстати, выходит, получается, под утро. Во сколько, я не знаю. В 4, в 5, что ли. Ладно. Наша миссия выполнена. Рассвело. Сидеть сейчас, выжидать нет смысла. Пойдем спать. 2 штуки. Опа, 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 опа. Так, ребят, ну что, 2 часа. Отбиваюсь. Ну что, пока такие дела. Кукушек кукует, наверное, штуки 3. Обманула, падла. Ну не знаю. Походу обманула. Ладно. Будем отбиваться. Спокойной ночи. Ой, красота. Вода. Кто-то тут звенит. Вчера эту закидушку ночью уже переставил вот еще ниже. Это который возле лодки стоял, на которую не клевал вообще. Как будто тут что-то есть, что ли. Потому что она дергается. Ну, звенела. И снесло ее хорошо. Проверим, ребята, пока чай закипает вода. Вчера тут я ее, конечно, кое-как закинул. Опа, белая рыба, ребята. Голавлик. Голавличек. Такой небольшой. Но голавлики растут. На таких размерах отпустим. Вот такой красавец. Эй! Ну, хулиган. Теперь сам как-нибудь. Хотел тебе показать. Вот так вот. Ну, забросим чай.
Забросим мы ее, ребятки, забросим. А вдруг ясь. Опа. Там тоже хорошо звенит. Вот у нас тоже как будто звенело. Вот крайняя была, ребят. Вот я туда продвинулся. Ну потому что стоит там без дела. А тут головля поймала. Ну я уже под утро, когда спать ложился, переставил. Никого нет. А, есть. Белая пошла, ребят. Ельчик. Ну-ка там возьмем. Ельчика возьмем-ка там. Так, ребят, ну что, потихоньку уже стаскал вещи. Собираю снасти. В яме, где налимы попались, попался ёрш на смену налимов. Короче, тепло, ребята, хорошо. Но в кустах, ребят, надо все равно одевать энцефалитку. Клещи не дремлят. Вот. Ну, собираюсь, что. Рыбалку заканчиваю. Опа. Вот основная яма, ребята, видите, я вот сюда поставил выход с ямы, и уже голавлик попался. То бишь, я говорю, вот они именно ходят в таких местах. Ну ладно. Вода еще упала, кстати, сантиметров 15, наверное, за ночь. Это хорошо. С каждым днем водичка падает. Ну вот основное место, ребята, это здесь. Костровище, куча мусора, вон, смотрите. Я вон там остановился, на другой поляне. Ну вот так люди рыбачат. Им нравится, походу. Ну вот и собрал манатки, ребят. В путь дорогу до дома. Что-то ветрено. По прямой, наверное, волна будет. А потихонечку, помаленечку. Ну что, вот очередная рыбалка. Весна, налим подходит, ребят, к завершению. Понятно, что в прилове он еще будет попадаться до самого июня, пока вода не прогреется. Но уже, наверное, официальные выезды делать не будем. Но еще впереди еще поездочка, ребят, планируется. Пока она под вопросом, именно по налиму. Вот. Ну а потом будем завершать. Ну, вот так, ребята. Ну вот у нас так.
мешками не добываем. Хотя в этом году и мужики на сети-то толком ничего не поймали. Вообще, говорит, плохо рыба шла. Возможно, рыбы просто тупо нету. Ну, мы свою рыбку ловим, ребят, и получаем удовольствие. Сами понимаете, дело в основном не за рыбой ехать, там, кормить семью и так далее. Здесь поснимать для вас ролик, как минимум. Ну и провести время на природе, которая вот только-только просыпается. Мне очень понравилось. Шикарная полянка, сухая. Да, немножко неудобно, ребят, но можно рыбалку производить. Обкатал закидушки, намочил крючки. Вот. Так что на закидушке очень приятно. Смотрю, рогатульки у меня сгнили, надо закупить к сезону. Ну и впереди, ребят, рыбалка летняя. Уже белая рыба, щука. Ну и все с этим связано. Такие дела, друзья. Давайте буду прощаться. Всем мира, всем хорошего настроения, здоровья, самое главное. Выезжайте на природу, отдыхайте. Ну и, конечно же, с семьей, с друзьями. Ну, одного это так. Брать друзей, семью и на берег. Все, ребят. Всем пока. На поле танки грохотали. Солдаты шли в последний бой. А молодого командира